Друзья, не поверите, сейчас было такое, что, блин, вот все загибаются. Серега, свистя тряпчики, достал манок, начал свистеть. Я поворачиваюсь, прямо вот здесь вот вылетает рябчик, мне в голову летит. Еле увернулся, он пролетает вот здесь, возле этого, ну, возле избы между этими, и ушел вот туда. Я-то испугался, но рябой, наверное, испугался не меньше того еще. Тем временем здоровье вообще мое что-то зашалило, бронхи закрыло, голоса нет, мокрота, состояние хреновое. Наверное, придется ехать раньше времени домой. Если к вечеру не отпустит, наверное, пипец. И таблетки ни хрена не помогают. Надо будет, наверное, как-то отлежаться или что-то, не знаю что. Этот рябчик долго сейчас сюда вообще не придет, наверное. Придет. Ужас. Он просто тихо на меня. Я сначала думал, что такое, блин, что за птица такая. Отзывается, да? Ага. Это не он, другой. Сейчас покажем вам охоту на рябчика возле избушки, если получится. Он мне в голову бы ударился прямо. Не, на голову бы сел, Саня бы выстрелил. Знаешь, как я испугался? От неожиданности я поворачиваюсь, летит херня мне в лицо прямо, блин. Заржавело ружье. Я, в принципе, запомнил, куда он сел. Попробуй подойти-то свести. Его надо наказать, чтобы он не пугал меня больше. Я не знаю, куда он спрятался. Пойду на озере посмотрю уток. Тут рядом озеро, рядом с избой. Бывают утки садятся. Вчера он добыл, Серега, кряку. Сегодня тоже взлетели отсюда кряку. Рябца уже с утра подзывали одного. Санек выстрелил, не попал. Не видать. Никого. Ладно, поехали. Проверим продольники. Удочки наши проверим. И надо будет собираться все-таки. Ехать домой или сегодня, или завтра. Что-то хреновенько себя чувствую уже. В грудах полностью бронхи забило мокротой. Все. Приболели. Ружье не заряжено было. Ага. Улетел и сюда на угол. А ты здесь стоишь? Да, вот он потом сразу улетел. А сачок никак? Никак. Он чуть-чуть там, буквально 2 секунды посидел и сразу меня срисовал. Ничего себе. А прилетел тоже оттуда? Нет, оттуда. Ну, тот же, наверное, бешеный. Я говорю, я еще от тряпчика так не пугался никогда, блин. Бесстрашный ряб. Далеко улетел? Нет, я думал, ты сейчас на обратном пути его возьмешь. А глянем. А почему-то я его не заметил. А я оттуда шел, конечно. Блин, я уже употел. Оделся для поездки по реке, а не по лесу шарохаться. Нормально. Лежит рябчик.
Мертвый. Вот это да. Теплый еще. Кровь попала. Это у Сашки, наверное, подранок, который. Вот самец. Получается, добыл рябчика без выстрела. У пацаны сейчас охренеют, когда я приду с рябцом, бля. Вот это да. Теплый. Ну, кровинка есть. Вот это утром, который Санька стрелял, промазал, он мне улетел, получается. И упал. Не от страха же он умер, наверное, когда со мной встретился, блин. Когда он чуть на лицо не сел. Вот это номер. Ладно, пошел. Пошел в избу. Сейчас посмотрите на реакцию пацанов. Они точно охренеют. Скажут, как ты без ружья добыл его. Подумают, что в петли попал. Тут мы 3 верховые петли поставили. Но на петли пока не лезут они. Выводок здесь живет. Но в петли не лезет. Аджи, гаджи. Вот так вот надо охотиться без выстрела. А что, на видео заснял, нет? Ну я включил камеру, да. Лежит. Я думаю, может он от страха умер, когда со мной встретился. Это Саня, наверное, который стрелял. Так у Сани вроде туда улетел, нет? Теплый еще. А? Теплый еще. Вон, гырды свечка, да? А что, почему ружье не убивает, что ли? Попал-то, смотри, попадание-то хорошее. Вот кровь, видишь, с носа идет. Ну вон, попадание-то в тело было. Не зря сходил, да, сейчас? Так бы он валялся. А, повесь. Умер бы. Вот так вот без ружья надо охотиться. Фу. Потел. Санька что, туда пошел вдоль озера? Да вон он стоит. Сейчас по тропе. А весь уже потел, пока ходил. А? Да пипец, у меня закрыла глотку полностью, бля. Бля, весь потел. Это что, болезнь, видать, выходит? А? Я у тебя нашел рябчика там. Они прямо здесь. 3 петли поставили. В принципе, если выпадет снежок, ну рябины так много. О, вот он. На рябине был. Блядь, заметил. Одновременно заметили друг друга. Я заметил, он на рябине сидит. Вот второй. Второй. И на земле 3-й там. Вот здесь на земле промелькнул. Еще один перелетел. Их здесь 3 штуки. Вот. С земли взлетел. 3 рябца. Рябину кушают. Они сели где-то здесь. Все 3 здесь сидят. Попробуем подойти.
по воде, вода начала подниматься. Сантиметра 3, наверное, по уровню поднялась. Хочу показать вам, друзья, вчерашнего налима нашего друга. Вот он. А мальков взяли, да? Так, вот здесь он привязанный. Сейчас. Я вот вам покажу его, если видно. Вот он вот плавает. Вот там вот под бревном. Целый поросенок, если видно. Здоровенный налим. Но сейчас пока трогать его не будем. Вот привязали его на веревку. Вот он там вот. Вот. Видно его борода. Вот открывает, закрывает рот. Так что живая рыба сохраняется лучше всего. Это точно. Готовы? Да. Все готовы. Поехали. Уже поехали. Возле берега там на песке сидели 6 уток, крякаши. Так что северная утка еще будет. Они крутанулись раз-два. И здесь на лугах есть озера. Они сели на эти озера прямо. Саня, Серега сейчас поедут, проверят продольники, тряханут удочки. Ну а я прогуляюсь вдоль озера, попробую. Кряка вообще-то утка очень осторожная, ну а вдруг на взлете или как-нибудь получится добыть уточек, потому что на реке утки совсем нет. Перелет полностью прекратился, потому что потеплело. Минус в Воркуте ожидается только там в воскресенье, что ли. И утка, получается, будет дня через 3, не раньше. Смысл нет терять времени. Так что, если не сегодня, то завтра, наверное, точно поедем домой, денек отдохнем, а потом после выходных или на выходах там посмотрим по погоде, приедем еще раз. Что-то у меня вообще полностью горло заложило. Длинноватенько. Тяжко. Дышать тяжело. Бронхи закрылось. Со свистом, блин, воздух идет еле-еле через глотку. И прошелся. Сразу одышка. Ничего страшного. Все пройдет. Сейчас вот здесь будет лужок, за лугом сразу будет озеро. И там где-то они сидят, потому что я видел, они крутанулись туда. Так что при подходе сделаем включение. Подходим к озеру потихонечку. Друзья, вот именно на этом озере я поймал самого большого окуня, свой личный рекорд, кило 100 что ли, вроде было. Это мне было 8 лет. Закинули удочку, мы тут осенью ловили на малька, щук, окуней, у отца сети стояли. Но в принципе на удочку мы ловили с братом не хуже, не меньше, чем отец на сети. Рыба хорошо клевала тогда осенью, в конце августа. И вот такой вот жлоб окунь мне клюнул. Свой рекорд 40-летней давности, к сожалению, я до сих пор побить не могу. Кило 100 окуняра был. Счастье было, полные штаны. Так, ну что, пройдемся вдоль озера. Попробуем здесь.
хороший шалаш. На хорошем месте. Вон видно, что уток мужик добывал. Щипал здесь. С умом все сделано. Все четко. Мысок, сухое место. Край озера, выход озера. Здесь утка запросто может сесть. Удачное, хорошее место. Но наши утки, видать, сели в другом конце озера. Так что сейчас пойдем сходим до второго конца. Еще одна попытка. Это уже конец озера, то есть начало. Где-то здесь, скорее всего, они сидят. Куда-то спрятались, видать, в кусты зашли. Или на второе озеро сели, там еще одно маленькое озеро. Может, туда улетели. Ладно, пойдем сходим. Тоже шалаш. В принципе, правильно сделано. Один шалаш в конце озера, второй в начале. Когда утка летит, можно гонять ее туда-сюда, и все хорошо. Так, ну где наши крикошиты? Где они? Где они? Не видать. Ладно, пошли дальше. И здесь никого. Одну уронил. Вон перья. Одна упала. Все-таки я уток нашел. И все-таки я в утку попал. Но она упала вот туда в траву. С четвертым выстрелом тут тоже вроде бы зацепил. Она потому что вроде пошла куда-то туда на озеро. Вообще их видно не было. Вот они здесь, вот откуда-то отсюда взлетели. Я уже выключил камеру, собрался было уходить. Думаю, ладно, постою, понаблюдаю. И они откуда-то оттуда вот взлетели. Ну хорошо, что в эту сторону. Вроде камнем упала. 2 раза промазал. Просто был не подготовлен. Пока включал камеру, все в спешке. Все же хочу показать и вам еще, друзья. Ну, упала камнем, так что сейчас как-то надо обойти то озеро. Там мост был раньше. И поискать. На воде ее нет. Я отчетливо видел, что она упала. Потом отвлекся, начал вдогонку стрелять еще вторую. Но зацепила, ну, может быть, села куда-то, не знаю. Ладно, пошел я искать, обходить озеро. Еще одно озеро. Маленькое озеро. Здесь тоже может быть утка. Здесь никого. О, помните ролик, где волки съели
лося. Вот эта челюсть. Так, а мне, друзья, надо бежать. Вот летает коршун. Может найти мою утку раньше меня. Это будет печально. Вот он летает. Высматривает, блин, подранков. В принципе, недалеко уже осталось. Вот она, наша елка. Чуть сюда, вот как где-то здесь. Вот конец озера. Вернее, начало. Так, я стрелял. Не помню где. Так, они сюда взлетели. Где-то там, значит. Должно быть где-то там. Звонили. Серега звонил. Они все проверили уже. Закидушки, ой, продольники, удочки. Ведро пустое. Ни одной рыбы. Отправил их туда на Большое озеро посмотреть утку, которая спланировала туда. Возможно, ее тоже зацепила. Возможно, наповал. А может быть, подранок. Так. Где-то, по идее, должно здесь. Опять тут такая болотина. Куда-то она сюда упала. По идее. Если она подранок, то я ее уже точно не найду. Если наповал, то еще есть надежда. Так. Или там. Иду там тоже гляну. Блин, такая болотина. Ужас. С одной стороны, хорошо, что она шлепнулась на берег, а не в воду. С другой стороны, ее могло бы прибить течение куда-нибудь, и все. А тут хрен его знает, найду, не найду я ее. Ладно, поищем, будем искать. Так, вот здесь она где-то должна быть, на берегу. Вот видно, что рыбачат на удочке здесь. Где-то здесь моя уточка должна быть. Я стрелял оттуда. Она упала куда-то сюда. Куда-то сюда. Лишь бы не подранком. Вон колышек. Сетка когда-то стояла вон. Крейка. И где моя утка? Ути. Так, то и не видать. Если подранок, это все. Я ее уже не найду. Никогда. Она в траву ушла и все. Единственный шанс, если она упала на повал. На повал. Так-то вроде красиво падало. Жалко, что на камере нельзя просмотреть, куда именно она упала. Нет экрана просмотра. Не видать. Она куда-то здесь должна быть. О, перышко. Вот перышко. Ага. Перышко. Перышко одно нашли. Значит, где-то здесь должна быть. Вот она, живая. Посмотрите, друзья, вот она живая. Вот она. Вот она. Спряталась. Вот упала. Вся в крови.
Вот я почти наступил уже на нее, получается. Вот еле-еле заметил. Я говорю, если подранок ты не найдешь. Еле-еле спряталась вот так вот. Он полностью живая. Вот попробую ее найти. Если она наповал, лежала бы как и так. А так вот у меня вот лапа задняя перебита. Плавать она уже не может. Вот одно крыло перебито полностью. В корпус попадание. Ну такая не крупная кряквочка. Самочка. Ну нашли, и то хорошо. Не знаю, найдут ли ребята вторую, куда-то она туда спланировала. Не знаю. Ну это мы нашли. И это радует. Сполем, Геннадий Геннадьевич. Все-таки не зря мы протопали где-то около 3 километров, наверное. Около километра вот это озеро. С начала до конца. Потом еще обошел. Потом там по чепыжнику этому. Теперь это все придется проделать обратный путь, протопать. Но главное не пустые, это хорошо. Все, пошел и к ребятам. Вот таким вот добычей. Рекламная пауза, друзья. Знаете, как можно добыть утку без выстрела? Это просто поставить сороковочку в тихом омуте. И вот, пожалуйста, утка уже влетела. Так что сегодня за 2 дня по каждому по утке добыли с горем пополам. А рабчик на шее, да. Вот бедолага. Подранок, наверное, убегал. Всю сеть порвал. Рыбы не видать, да? Вода пошла на прибыль. Ожидали, что шевельнется рыба, будет попадать. Наоборот, сегодня проверили наши удочки. Тишина полная. Ну, вообще ни о чем. Вот он, децл. Дно ведра только прикрылось и все. Чудеса. Так, ну что, будем отцеплять. Посмотрели прогноз. Еще неделю, можно сказать, не будет морозов. Так что завтра Чимба. Либо завтра, либо послезавтра. Домой. Посмотрим по здоровью твоему. Отдохнем. А скетчгашка кула надо. Ладно, все. Не будем о грустном. Так, друзья, у нас находка. Сегодня вон, бедолага, белка. Плыла и не доплыла. Но она не тонет, ведь да, как она вот так получилось, что это? Вон. Давно, походу. А? Давно уже утонула. Возьми я это, собаки отнесу. Собаки? Да, конечно, что пропадать. Рыжая еще полностью. Но она давно уже, походу, утонула. Хвост еще даже сухой. Обычно говорят, когда хвост намокнет, тогда она тонет. А это, получается, не утонула, а как-то захлебнулась волной. Бывает, чайки клюют еще. Вот такая вот бедняжка. Недавно вон хвост сухой, спина сухая вся. Только-только захлебнулась. Может, искусственное дыхание сделать? Делай, поцелуй. Вот бедняжка. Бельчонок маленький. А что ему надо на другом берегу? Да там леса нету, как будто бы, или там нету. Зачем плыть куда-то? Полностью еще рыжая даже не начала линять, значит осень будет длинной, да? Бедолага. Отнесу домой, сниму шкуру, туману дам гостиниц. Любит он белок. Все, едем в избу. У нас еще продольник есть. 7 продольников и удочки. Может быть там что-нибудь. Что-то сегодняшняя проверка у нас вообще не радует. Но не пустые, и то хорошо. Вообще. Главное, отдыхаем. Да, дно ведра закрыли. Уточку добыли, уточку поймали. Потихонечку, помаленечку. Быстрый обед. Серега нас сегодня закормить решил яичницей. Говорит, а то все ухада, утиный суп. Хочу, говорит, яйца покушать. Если плитка не замерзнет.
Плитка замораживает, да? Не греет. Но Газ замерз, походу. Привезли раковину, до сих пор не можем поставить. Завтра мы займемся установкой раковины. Водопровод сделаем. Канализацию, да, Сань? Чтобы все было чики-пуки. или что, шмель это будет? Как вчера. Надо поменять, потому что не работает. Нет, да. Не хочет, не греет. Ну что-то делать это надо. Ну давай, давай. Так, друзья, на улице уже совсем темно. Приехали Саня с Серегой. Говорят, надо вешать на кукан. Где налим-то? За режиком. Что, в удочки попало, что? Я. Нет, да? Я скажу тебе. Раз, первая пустая. Вторая. Что-то пару окуней, да. Ясь. Третья пустая. Четвертая одна щучка. А, Всё. ну щука есть. Одна щучка. Вода прибывает, а рыба куда-то пропала. что, блядь. Наоборот должна ее. Интересно. Самое интересное, и на продольниках по центру нет, и по берегам нету рыбы. Куда-то она пропала. Главное, ждали подъема воды. Думали, что начнет клевать. Но хоть сегодня нижние продольники порадовали. Вон такой вот улов. Налим раз. Вот такая вот щучка у них. И налим два. Два налима. Но это ничего, конечно, по сравнению с тем, что у нас там болтается здоровяк. Ну, тоже закинем туда, к нему же. Надеюсь, веревка выдержит. А заодно и посмотрим, как он там, что он там. О, вода прибывает. Вот он. Вот он плавает. Нам сказали, надо отдельно типа горит. Я так думаю, ничего страшного. Поплавают вместе. Так. Ух ты. Ух ты. Замотал-то как он. О, бодренький. Бодренький. Лишь бы веревка не порвалась. Вот он какой здоровый, друзья. Монстр. По сравнению с тем налимом, эти налимы детский сад. Ну, тоже бодренькие. Вон какие живчики. Змеи. Главное, чтобы он сейчас хвост за ведро не кинул. Иначе, ну, вот так, не надо делать, не надо. Вода рядом. Почти получилось. Хорошо, что успел просунуть палец. Ну, давай. Кусайте меня, кусайте. Ай-яй-яй. Так, раз. Раз, налим. И сейчас второго также. На кукан. Главное, чтобы выдержала веревка. Я представляю, если веревка не выдержит, отправятся наши налимы в свободное плавание. И главное, чтобы в гости норка не пришла. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, так вот. Всех троих на одну веревку? Да, лишь бы веревка выдержала. Да, выдержит. Вот смотри, какой кабан это, да, по сравнению с этими. Да. Он живой, обмотал там все сучки, блин, вот так друг на друга, блин. Все вот так вот. Эти тоже живые.
Ну, должны. Кровь идет вообще-то у одного. Еле сейчас он с ведра чуть не выпрыгнул. Хвостом сюда. Хорошо, что успел за это удержаться. Блин. Это весь улов? Да? Охренеть. Плотва, язь, 3 окуня и щука. Да. Ну, хоть не пусто, и то хорошо. Да и бог с ним. Меньше рыбу чистить, да? Будет на нашей улице. Будет, конечно, будет. Вот на праздник у нас же вон, на этом сучке праздник, блин. Лишь бы сучок выдержал, который куда завязывает. Сучок-то выдержит. Лишь бы воронье не почикало их. Так. Все, успокойтесь, успокойтесь. Горячие финские парни. Все. Надо, наверное, какую-то типа веточки, да, закрыть их. Серега. Это же нормально же все было. Нет, ну там-то, в принципе, они подведы. Лишь бы воронье не заметила. Ладно, сейчас быстренько почистим и отдыхать. Что-то я сегодня устал. Ничего не делала, устал. Это, видать, болезнь, наверное, меня косит, блин. Собака серая. Тут окунь с икрой был. Это уху не будем сегодня делать. Таня сейчас картошку, говорит, пожарю. Не будем, да, с рыбой сегодня заморачиваться. Ну, если только малосолочку, хариуза поднять. А, с пивасом-то? Ну да, можно с пивком. Просто вот этот, ну этот вообще ни о чем, дрищ. Ладно, сегодня у нас отдыхаем от рыбы, а то 2 дня уже, 3 дня, да, уже рыбу едим. Все, скоро ужин, господа, скоро ужин. Так, ну что у нас, идет засолка рыбы. Ведро за 3 дня никак не можем добить еще. Но с белой бы, наверное, это, да? Ведерочка-то бы стала уже, наверное, около того. И вон, как разделываем щуку со спины. В принципе, я знал этот способ, но друзья с севера разделываю так и никак по-другому. Я теперь тоже решил. Чтобы просолилась, да? Вот Да, ну и все. Она уже никуда не денется. А? Нам, говорю, заодно показал, как оно делается. Что, животом туда? Да хоть как. Ничего не будет. Вот так вот. Окуня хорошие, но их мало. Мало-мало. Так. Короче, Ну, надеюсь, завтрашняя проверка еще ведро наполним, может быть. ну все на лимчике. Налимы, да, там ведь столько же получается ведро. Лишь бы веревку не перегрызли. Зубами перетерут, да и все. Придешь, и там воровка. Да, всех 3 на 1. Я же сказал, 2 налима будет. Тут уже дальновидный, да? Ну так. Будешь. А интересно, да? Вчера вот там было, здесь не было ничего. Ну да. Не поймешь этих налимяк. Ну, один-то здесь сегодня. Картошка нормальная, не мелкая, да? Ну да. А, один здесь был, да? Один здесь, на втором. А, крупный который? Нет. Нет, Мелкий. который. Ну и хорошо, а мы хотели убирать отсюда, да? Не, а тут уже второй налим попался. Ну и отлично. И один покрупнее. Литр рыбацкого за 3 дня не можем допить. Блин, 3 мужика, ёшкин кот. Не говори. Липтона. Рыбацкого Липтона. Сегодня у нас хариус с картошкой, да, будет? Сегодня у нас хариус. Картошка с колбасой жареная на углях. И вот такая вот вкусняшка. Харюзяшка. Малосольный. Уже не малосольный, денек посолился уже нормально. Это уже соленый, можно сказать, хариус. По кусочку. Свежатинки. Ты налил себе? Не будешь? Смотрим завтра, как будет самочувствие. Если процентов на 50-60 буду живой, значит еще на день останется, да? Ну, завтра, скорее всего, будем заниматься хозяйскими делами. Если утки не будет с утра, значит будем, да, заниматься
утеплять избу, потолок. Степлером будем картонкой это все. Потому что все тепло уходит прямо на шифер. Туалет доделать, дровяник туда колотить надо, стенки тоже. В общем, раковину установить, канализацию, водопровод. Скважину пробурить. Да, Только отопление не сделать, да? так что планы построили. А будут ли они воплощены в жизнь? завтра Не увидим. факт. Одна партия сядет и все планы нарушит сразу она. Да скорее бы уже села, господи. 2 дня уже тишины. А то на реке-то как тихо, спокойно. Ни моторов тебе, ни выстрелов. Тишина, блин. Друзьям, товарищам, опять не налили. Да ёшкин ты кот. Думаю, чего-то не хватает. Что, вкусно? Очень. Замечательно. Питьевая вода кончилась. Вы что, с печи уже пьете, да? Друзья, это ваше? Говорят, сегодня тоже Дрюня звонил, вот я говорю, да, говорили. Он говорит, что у тебя с голосом? Я говорю, ну, так, приболел. Геннадий, а где наше это лекарство-то? Что, говорит, забыл, что ли? Говорит, махани, говорит, стакан рыбацкого и все, говорит, снимет. Я говорю, представляю, сейчас стакан рыбацкого, если бах. У меня не только болезнь, я и сам про... Ну, все равно же, наверное, какие-то там микроб, бактерии лечат и убивают же, наверное, да? Ну, почему вот спиртом, ваткой же может, когда укол делают? Вот, Ну так? да. Это Значит, что? Этот? Значит, и это Бактерии, жарко, чтоб там не- все это вжик прожигает, тем более градус-то хороший. Естественно. Так что в умеренных дозах, в небольших количествах, это даже полезно. Началось. Валентина Васильевна, наверное, опять. Мгм. Тебе надо запить. Пиво надо, Для здоровья. пиво надо. Это чтобы все вот это. Ну, пиво надо. Прожгло все микробы. Да. Чтобы все хорошо было. Дай Бог здоровья. Задолбала эта зараза уже, блин. О, голос появился. Голос-то, видишь, к вечеру появляется, а утром пропадает это все. Такой хариус темный, да? Тоже откуда-то, наверное, с речки скатился. Да. Даже мало того, что шкура темная, даже он сам какой-то такой темный. Он как колобок катился и до нашего рыбацкого стола докатился. Сколько? Что, спели? Подсолился, да? Самое то. Не пересол, нормально. Угу. Я чуть солил. М? Чуть-чуть солил. Ну, то, что я солил, наверное, покруче будет. Я там внутри даже промазывал. Я тоже, но я там чуть-чуть вообще. Пшикнул. Так рукой пальчиком провел, все. И сегодня я еще вот много не могу, но кружечку пенного под рыбку. Это вот после бани тоже вот стакан, 2, ну литр максимум, полторашка, это уже не лезет много, мне уже полторашка. Ты что, шкуру не ешь, что ли? А что ты это? Мусолишь тогда, снимай сразу шкуру. Я сразу и снимаю, вон он снят. Не выкидывай, кидай в тарелку. Если не сам Да. ешь. Шкура это самое вкусное у хариуса. Зачем тогда этот? И глаза. Чем минусе? Ты тоже не кушаешь шкуру? Нет? Нифига себе. Шкура самый цимус, это, блин, Естественно. самый жирный, особенно крупного хариуса. Я говорю, зачем тогда этот чешую снимать, если ты шкуру не кушаешь? Для этого и снимаю, чтобы со шкуркой кушать. Вкусняшка. Чески пивно. Пиво вкусняшка и рыба вкусняшка. Вместе. Заблудился. Да. Одно другое дополняет, получается. Я еще люблю с молоком соленую рыбу. С молоком? Холодным.
потом в туалет не гоняет. Не, нормально. Я-то хоть кружку пью. У меня Рома может кружки, ну полтораху может за раз, за ужин даже не хватает, бывает, полторахи молока ему. Он вот это запивает, рыбацкий запивает молоком, и нормально все. Как говорю, а магазинское не пьет вообще, ну это порошковое молоко никакое. Я говорю, бедный Ромка сейчас, сколько ему осталось сегодня? Какое число? 15. 2 недели и пойдет сапоги топтать, 1 ноября уже. Да? А, уже Всё, повестка, про- все есть, да? Угу. С Димкой? Угу. Хоть бы в одну часть попали. Ну, Вообще прикольно будет. в общаге-то в одной комнате жили. Так, ничего, не будем задерживать время наше и ваше. День прошел. Все обычно. Погода терпимая. Рябчикова можно погонять, в принципе, если сегодня. Я так еще и от рябчика никогда не пугался. Я думал, сначала птица какая-то большая, знаешь, типа коршуна, блин. Прям в лицо летит. Я, ой, пригнулся, блин. Блин, да? Один раз случай расскажу, перебью. Сидим с Саней на острове весной в шалашах, караулим утку. На чучела, все как бы. Летит сова. Ствол у Сани вот так, вертикально держит ствол. На готове как бы. Сова летит, и представляешь, тебе же, да, на ствол она? На кончик ствола садится, прям на кончик ствола села такая и сидит, смотрит, представляешь? Вдвоем сидим в шалаше. Я так дернулся, все, говорит, че, говорит, дергаешься, дурак, что ли? Я говорю, так, говорю, вон, сова села, говорю, прям на кончик ствола. Я ее, говорю, иди отсюда. А Витя рассказывал наш, короче, Витя Шупунов еще здесь жил когда. Но. Вот, и я, говорит, и кто же третий, говорит, был. Пошли, где устье Ёльки-то там, уток-то караулили там, заливает это все. На грибке это сидим-то, уток караулили. Все заросло уже, все, а там. Сидим, говорит, уток нету, говорит, морозец такой, ясно, луна, хорошо видим. И тут, говорит, наблюдаю такую картину. Я, говорит, сижу и вижу, говорит, кто напротив сидит, то ли у Шипунова, то ли, говорит, такие глаза. И у меня кто-то, говорит, шапку снимает. То ли на Вите, то ли третьему кто-то, но кому-то из них, короче, сова тоже. А шапка собачья была, белая такая, светло-рыжая. И эта сова, короче, цапысь шапку эту, и шапку сдирает. У того, говорит, глаза такие, блин. Это представляешь, страх какой. А мне рябчик сегодня бы... Я говорю, если бы у меня реакция хватила, да, вот так можно было, А если бы в лицо я, наверное, упал бы, нокаут полный был бы, наверное, такой. С такой скоростью он пролетел, да? Вообще, вот, да. Пищишь ты как, получается. Хорошо пищал, с какой скоростью он спешил. Еще раз прилетал потом. Может быть, не он, конечно. На крышу садился, говорит, белый. Ну, не зря прогулялся. Твоего подранка, считай, дохлого нашел. Ну да. Я что-то не заметил, как он тебе, кажется, упал. Это, наверное, что-то... Не. Я говорю, Нет, там ветка, наверное, упала. Наверное. Я тоже видел, что что-то упало. Я добыл. Нет. У меня... Если бы в руках было ружье, на березе бы... Я бы снял бы, да. Просто видишь, у меня дроп крупная, пятерка. Я сейчас вот сегодня нашел пятерку, завтра буду рябчиком стрелять, если что. Да. Если попищишь. Придется. Так, ну что, сейчас Придется. отвечу на телефон. И будем закругляться. В общем, ужин. Завтра обычный такой же день. Все по плану. Только работа по хозяйству, охота на рябчиков. Все равно вечером хотя бы вот эти продольники проверим. Ну, будет утка, естественно, будем ловить, добывать утку. Все, друзья. Всем пока, всем до завтра. До новых встреч.